До начала летних каникул в детских садах и школах Чувашии проходят уроки электробезопасности. Педагоги вместе с энергетиками напоминают детям о важных правилах обращения с электричеством. На занятия, которые работники филиала ПАО МРСК «Волги» Чувашэнерго провели в 46-й Чебоксарской гимназии, побывала и наша съемочная группа. Перед энергетиками стоит задача максимум – доступно рассказать, какие опасности таит в себе электрический ток. Как можно и нельзя обращаться с электричеством в быту гимназисты нарисовали. Уроки безопасности здесь проходят постоянно. Потому и отвечать на вопросы, приготовленные энергетиками, гимназистам было несложно. Нужно выключать все электроприборы и свет. Нельзя допустить того, чтобы вода попала в какой-нибудь электрический прибор. Также энергетики предложили детям обыграть ситуацию, когда во время прогулки неожиданно наткнешься на оборванный электропровод. Визуально мы не сможем определить, есть там или нет. Ваши ноги должны быть вместе. Не отрывая пяточек от земли, уходите как можно дальше от этого провода. Занятия по профилактике детского электротравматизма в детских садах и школах работники филиала МРСК «Волги» Чувашэнерго проводят уже больше 10 лет. Казалось бы, все давно известно, но дети признаются, всегда есть что рассказать дома родителям. Честно говоря, не знал, как электричество по проводам проходит, как оно проходит весь этот путь, чтобы ток был не таким большим. Когда мои родители дома заряжают компьютер, они оставляют, бывает, включенным зарядное устройство. Ты им напоминаешь? Да. Проведению уроков электробезопасности для детей – ключевое направление программы по предупреждению электротравматизма компании «Россети». Ее задача не только предотвратить несчастные случаи на энергообъектах, но и научить культуре безопасного обращения с электричеством. Это нужно, потому что ребятам это интересно, это что-то новое для них. Вот, конечно же, хотелось бы, чтобы почаще проводились такие мероприятия. С начала этого года работники Чувашэнерго уже провели более 300 уроков электробезопасности, на которых побывали более 7,5 тысяч детей. Летом такие встречи пройдут в детских оздоровительных лагерях. Анжелика Кириллова, Михаил Солин, Вести, Чебоксары.